Наркомания и наркобизнес остаются самыми острыми проблемами региона. В последние десятилетия ситуация с наркотиками резко ухудшилась, о чем свидетельствуют цифры употребляющих. А способствует активному распространению этой нечисти на территории республики наркосбытчики. Незаконный оборот наркотиков сегодня является самым массовым и организованным преступлением. Противодействие распространению наркотиков является одним из важнейших направлений работы Министерства внутренних дел. С начала года наркоконтролем выявлено 346 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 94 из них совершены в крупном и особо крупном размерах. Это составляет почти 200%, превышает статистику прошлого года, аналогичного периода. В прошлом году было зарегистрировано 122 преступления. На 360% возросло число преступлений с тяжким, особо тяжким составом. Рост преступлений, связанных со сбытом наркотиков, в этом году составил 391%. Раскрыто 71 преступление, совершенных группой лиц по предварительному сговору. За 5 месяцев 23-го наркоконтролем изъято более 17 килограммов наркотиков. Особой популярностью среди сбытчиков пользуются синтетические наркотики. Основную группу составили, конечно же, сильнодействующие вещества. Это почти 8 килограмм, основу которых составляет лирика и тропикамид. Также наркотические средства опийной группы составили почти 5 килограмм. Ну и замыкают эту цепочку амфетаминовая группа наркотических средств, почти 5 килограмм, и, конечно, каннабисная группа. Среди распространяющих наркотики по-прежнему много иностранцев и выходцев из других регионов страны. Основными каналами распространения остаются интернет-ресурсы. В качестве универсальных площадок для сбыта наркотических и сильнодействующих веществ используют ВКонтакте и Телеграм. В этом году наркоконтролем республики выявлено 104 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Поскольку работа проводится очень комплексная, и необходимо отметить, что были ликвидированы в этом году крупные каналы поставок наркотических средств в нашу республику. То есть, в частности, 4 канала были перекрыты, были задержаны 9 лиц, которые являются также представителями и других регионов. Борьба с наркобизнесом ведется бесперебойно. На помощь правоохранителям сегодня бросились всем обществом. Проводятся профилактические мероприятия, сходы граждан. Активно начали подключаться представители ТЭИПов. Сегодня нет площадок, где не обсуждается вред наркотиков. Об этой проблеме и угрозе нации уже говорят на уровне детских садов. На региональном уровне проводятся оперативно-профилактические акции и операции, которые направлены именно на то, чтобы предупредить, разъяснить. В проведении наших профилактических мероприятий мы в обязательном порядке привлекаем также другие министерства, ведомства, Минздрав, Минспорта, Минкультуры. Наркобизнес подрывает политическую, культурную, социальную и экономическую сферы, создает опасность стабильности нации. И тот раз предложили, употребил, понравилось, пошел. С каждым разом все больше и больше на тяжелые наркотики перешел. Все мои жизненные принципы, стереотипы, на все стал перешагивать. Чем больше употреблял, тем больше просто превращался в облик человека. Никаких чувств, ничего нет. Просто машина, которая ищет, что найти и как употребить. Миллионы разрушенных жизней, разбитые семьи, слезы матерей, лишенные нормального детства дети, неизлечимые болезни употребляющих, жертвы передозировки. Наносимый вред обществу наркосбытчиков не останавливает. Я женат, у меня 4 детей. Отношения как у вас? Отношений нету никаких. Я не отец своим детям. Я вот недавно тоже сидел, анализировал, свое воспитание. Я за вот эти 2 года, можно сказать, пробыл дома 3 месяца. И за эти 3 месяца я своими детьми провел 10 минут. Один раз просто вышел на детскую площадку и все. Я не знаю даже, как это получилось. Нет никакого, нету интереса ни к чему у тебя, кроме употребления. Росту числа наркосбытчиков способствуют колоссальные прибыли, извлекаемые из незаконного оборота наркотических средств. Жажда легких денег, отсутствие совести, сострадания, сознания, беспринципность толкают слабохарактерных людей на страшное преступление. Не осознают, что полностью теряют свое достоинство, уважение в обществе и лишают себя свободы в буквальном смысле.
Уголовная ответственность предусматривает в зависимости от тяжести деяния, конечно, до 20 лет лишения свободы. Все чаще к распространению наркотиков начали приобщаться несовершеннолетние. Правоохранители подчеркивают, что основная профилактика начинается с семьи, и в правильном формировании жизненных установок у ребенка в большей степени ответственны родители. Призывают обращать внимание на поведение своего чада, его окружения, проверять социальные сети и просто почаще беседовать с детьми. Диана Дударова, Хамзат Халухоев. Новости 24.